рамках Всероссийской декады инклюзивного образования состоялась первая городская игра «Брейринг. Школа для всех» среди 5 школ Якутска, которые прошли уроки доброты. Команды соревновались в знаниях по темам понимания инвалидности. Брейн-ринг проводился для того, чтобы еще раз встретиться с ребятами, да, с которыми мы уже знакомы, проверить их знания, насколько они у них впитались, насколько они все это освоили. И я думаю, что вот для них это была какая-то вот даже проверка своих знаний. Каждый этап представил их отношение к теме понимания инвалидности. Дети весело отвечали на вопросы и искали выходы из различных жизненных ситуаций. На последнем этапе игры команды рассказали, какой они видят школу будущего, и представили свои проекты «Наша школа будущего», в которой все дети, как с инвалидностью, так и без, учатся вместе. Дети подготовили настолько невероятные проекты, учли каждый момент, который в дальнейшем, если, допустим, эта школа будет существовать, то любой человек может не учиться. Есть все удобства, все приспособления, и то, что дети это прекрасно понимают, и мы видим это своими глазами в их проектах. Каждая команда достойно представила себя в игре, и по словам жюри, определить лидеров было сложно. Несмотря на это, призовые места распределились следующим образом. 3-е место – средняя школа номер 31. 2-е почетное место досталось средней школе номер 33. Обладателем Кубка Победителя стала средняя школа номер 26. Мы с 26-й школы! Мы заняли первое место! «Дети солнца». Почему такое название? Потому что мы очень яркие, солнечные и вообще очень дружелюбные люди. Эта игра сделала, чтобы люди стали понимать друг друга и чтобы все учились вместе. У всех есть права. Чтобы в будущем школы были открыты для всех. Брейринг прошел в позитивной атмосфере, все участники остались довольны своим выступлением. А мы напоминаем, если вы хотите, чтобы наши тренера провели уроки доброты в вашем классе или паралимпийский урок, достаточно оставить заявку по телефону 8 41 12 40 20 69. Все дети имеют одинаковые права, независимо от цвета кожи, пола, возраста, особенностей или религии. Они имеют право на равный доступ к образованию, на защиту от дискриминации и на полноценную семью. Перед детьми стоят много преград, но если мы будем соблюдать их права и создавать им условия для их реализации, они смогут достичь многого. Каждый ребенок особенный. Все дети равные. Узнайте больше на сайте perspektiva-inva.ru. Ни для кого не секрет, что развитие речи у детей – один из главных признаков формирования личности. Развитие речевых навыков происходит в несколько этапов, зависит от возраста и индивидуальных особенностей каждого малыша. В последние годы у детей все чаще наблюдаются мелкие речевые нарушения, на которые родители стараются закрыть глаза, что в дальнейшем мешает ребенку правильно развивать свою речь. Чтобы предотвратить данную картину, логопед фонда «Харысхал» Юлия Решетникова ежемесячно проводит семинар-практикум для родителей «Артикуляционная гимнастика как средство правильного произношения». Рассказала родителям секреты, допустим, артикуляционного уклада того или иного звука. То есть они испытали на себе, можно так даже сказать, что нужно делать для того, чтобы произнести звук «ш». Звук «р», допустим, какие для этого упражнения существуют, как можно вообще в домашних условиях, допустим, заниматься с ребенком. И даже вот после того, как посетили логопеда, поставили звук, и дальше у себя уже дома автоматизировать. В ходе часового занятия ведется разбор нарушения звукопроизношения, рассматриваются особенности состояния речевого аппарата во время произношения звуков и, конечно, все перечисленное закрепляется специальными упражнениями артикуляционной гимнастики, которые родители могут выполнять самостоятельно со своим ребенком.
У младшего ребенка логопедические проблемы. Мы посещаем логопедическую группу, ходили в поликлинику, и логопед нам сказал о том, что есть такие занятия. Конечно, у меня положительные впечатления, потому что действительно, хотя вот некоторые упражнения мы делаем и хорошо знаем, но далеко не все упражнения мы использовали. Во-первых, повторение мать учения, да, я узнала о каких-то новых упражнениях, очень интересно. Такие семинары мы планируем проводить каждый месяц на разную тематику. Сейчас мы уже планируем для школьников семинар на тему нарушения письма и нарушения чтения, потому что она сейчас очень актуальна, так как дети, которые страдали речевыми нарушениями в дошкольном возрасте, это иногда отражается и в школьном возрасте именно как нарушение письма. По словам логопеда фонда Юлии Решетниковой, при появлении симптомов логопедических проблем у детей необходима консультация специалистов – логопеда, психолога, дефектолога и невролога. И шаг за шагом, следуя рекомендациям врачей и ежедневное выполнение ряда упражнений, есть шанс улучшить речевой аппарат ребенка. Если вас волнует тема становления речи у своего ребенка, вы можете записаться на ближайший семинар-практикум по телефону 8 41 12 40 20 69. В городе Нерюнгри есть обыкновенная средняя общеобразовательная школа номер 18, где учатся около 700 учащихся. В школе есть своя особенность. В среду массовой общеобразовательной школы интегрированы ученики с ограниченными возможностями здоровья. В частности, это дети с нарушением слуха. Всего в школе обучается 95 детей с особенностями. Но в основном инклюзивное образование сейчас, чтобы дети не чувствовали себя обделенными, лишенными чего-нибудь. Они все, как другие дети, обучаются со всеми вместе. Так что, чтобы не было тревоги у них, чтобы они также обучались, чувствовали себя нормальным человеком или нормальными детьми. Педагоги школы обеспечивают качественное образование, гармоничное развитие личности, нравственное и патриотическое воспитание, а также заботятся о здоровье учащихся. Школа сумела своими силами создать соответствующие условия, которые позволяют включить слабослышащих и глухих детей в единую общеобразовательную среду. А у нас работает в школе именно школьные консилиумы. Так, и получается, сопровождение тоже у нас есть. Работают здесь у нас учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. Так что сопровождение детей есть. Большое значение школа уделяет межличностным отношениям между детьми с особенностями и сверстниками. Для этого в общеобразовательные классы, состоящие из детей со слуховой нормой, включены дети с пониженным слухом. В школе также имеется группа слабослышащих детей, объединенных в отдельный коррекционный класс, который позволяет решить задачи своевременной активной помощи детям с особенностями. Наши выпускники после 9 класса, они поступают не в высшее учебное заведение, но в средние специальные учебные заведения они поступают. Они не только в Нерюнгри поступают, они уезжают у нас и по России тоже. Проблема глухоты в обществе – проблема социальная. Глухота будет побеждена через социальное воспитание. Важно помочь неслышащим детям войти в мир слышащих людей, научить детей занимать активную позицию в обществе, в своей стране, что и делают педагоги в школе номер 18 города Нерюнгри. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Never gave up.
for the ones who don't know no better. 'Cause baby, I know you better. Baby, I don't know better. Baby, I know you better. Baby, I know. Baby, I know you better. Baby, I know you better. Baby, I know you better. Baby, I know no better. Come to some sorrow, some sorrow. Some sorrow. Настроение каково? Давайте веселей. Привет. Пойдем с нами играть. Мы такие же дети, как и ты. Мы все разные, но мы равны.